теперь, скажем, на этот ассортимент, наличие ассортимента. Эти вещи напрямую влияют на касса, на средний чек клиента влияет, на конверсию продавца влияет. Они влияют напрямую. Второй вид расхода надо делать. Второй вид расхода надо делать вспомогательные продажи. То есть те вещи, которые косвенно влияют на продажи. Например, это что? Это какие-то участия в выставке, какие-то участия, например, скажем, командировочные, куда-то пойти договариваться с клиентом. Какие-то там, не знаю, это косвенно, что влияет только на продажи влияет. Но она влияет косвенно. Если ты это не сделаешь, это не будет. Например, вы видели какой-то-нибудь по интернету продвижение делаете какое-то, чтобы продажи был. Какое-то нанимаете какое-то агентство, какое-то там, скажем, это, да, фрилансеров или там другие компании, которые работают на вас, чтобы продажи делать. Содержание, например, вы нанимали какой-то новый офис, где содержание эти происходит, другие. То есть, кто влияет на продажу? Третья категория расходы. Третья категория расходы – это уже то, что развитие обеспечивает. Третье – развитие обеспечивает. Вы знаете, что если это сделаю, это завтрашние деньги, завтра принесет это мне деньги. Четвертая категория расходов – это то, что, можно сказать, позиционирует вас. Позиционирует вас. То есть вас какой-то комфорт создает, какой-то имидж создает для вас. Позиционирует вас. А вот пятый вид расхода – это только те расходы, которые уже создают удобство. Например, вот в этом офисе, на входе, видите, вход зайдем, там чуть-чуть место есть. Там надо делать вот такое стеклянное, это по дизайну такое надо делать. Я скажу, ребята, пока не делайте. Почему? Потому что это не является первоначальным расходом. Он деньги не принесет. Пока у тебя хватает помещения, да. Есть место работать, да. Есть того, да. Пока хватает, не надо ничего. А вот когда зарабатываешь, делаешь. Перед заходом офиса, видите, там вывеска нету. Тяжело найти наш офис, потому что вывеска нет. Потому что мы в глубине находимся. А я думал, там зимой грязно, вот это все грязь, лякоть. Я хотел закрыть его полностью. Но она деньги не принесет пока. Я говорю, ребята, подождете, накопите деньги, делайте. Зарабатывайте, накопите, сами делайте. Но я не буду вам деньги давать, чтобы на готовые деньги пойти делать. Если ты делаешь на готовые деньги, которые я тебе даю, ты ничего не научишься. Правильно? Есть руководитель офиса, есть руководитель компании. Теперь думай, научись и делай. Да, думай, научись, накопи и делай. Создай удобство для свою команду. Создай удобство для своих сотрудников. Правильно? То есть, она не принесет деньги, но она тоже нужна. Но она не главная, она не приоритетна. Без него тоже я могу указать эту услугу? Могу. Но она нужна. А теперь я не понимаю ребят, которые еще ничего не делали, супер-пупер фасад делают. Я не понимаю людей, которые еще денег нет, все наличные деньги тратят, супер-пупер крутой диван покупают, супер-пупер мебель, супер машина. А потом продажи нет. Денег нет на продажу. Я заходил в офис одной строительной компании тут. У него в офисе такой шикарно сделано. Сам компьютер у него, наверное, 3-5 тысяч долларов стоит. Такой крутой сделано. Но я вижу, что они задыхаются, от наличных денег не хватает на стройка. Я смотрю, знаете, вот я вам скажу так. За эти годы накопилось у меня взор. Знаете, что такое внутренний взор? Когда ты чувствуешь уже, вот, что в этой компании, какая проблема. Знаете, когда вы проходите по компании, вы чувствуете этого. Это похоже, как врач видит человеку, сразу говорит, у тебя глаза что-то не то говорит, у тебя что-то болит. Вот такой появился у меня. И я чувствую, что это парень, у него столько проблем и давит на него, но у него крутой машина. Это крутой. Вот это мышление людей загоняет в угол. И мне тоже в свое время загоняли это. Все, чему я вам рассказываю, через собственный опыт научился, ребята. Поэтому, когда деньги вкладываете,
четко контролируйте эту схему. Вот это 5 вещей я вам сказал, да? Пожалуйста, их пишите у себя, печатайте на бумаге, приклейте в своем рабочем столе. Все умные бизнесмены используют банковские деньги. Все. Я уже не помню, либо 83, либо 80, вот, либо 83, либо 87. Вот так вот. Вот в этом возрасте. Это же приличный возраст, вы согласны? Парень приходит, отцу говорит, отец говорит, что я могу делать для тебя? Отец говорит, история случилась таким образом. Парень наизусть изучал Шахнама. Шахнама, Фирдавсе. Может быть, вы слышали, да, Фирдавсе? Это древнеперсидский поэт Шахнама написал. Шахнама – это 12 томов, понимаете? Вот столько, 12 томов, вот такие книги. Он наизусть изучал вот это Шахнама. Он до 100 идет целиком. И когда он это рассказывает, 40 лет написал Шахнама в Фирдавсе. 40 лет написал, 12 томов, вот такие книги, каждый. И он его наизусть изучал, оказывается. Это парень. Потом отец приходит, где-то говорит, что мой сын Шахнама наизусть изучал. И кто-то ему говорит, ну это классно, но лучше бы он Коран изучал наизусть, чем Шахнама изучал. Он придет, сыну говорит об этом. И сын возьмет за полгода наизусть изучать Коран. За 6 месяцев. Вы представляете, машаллах? Ну уже опыт есть, как изучать. И потом приходит и говорит отцу, отец говорит, я очень много Коран читаю, что могу делать для вас? Он говорит, ой, сынок, ты не можешь это делать. Говорит, нет, отец, вы скажите, что я могу делать? Вы представьте, я уже забыл, 83 или 87 лет, вот в этом возрасте в общем. Он говорит, ой, сынок, ты ничего не можешь для меня делать. То, что я хочу, ты не можешь. Он говорит, почему? Отец, скажите, я сделаю. И отец говорит, я хочу, как ты наизусть знать Коран. Он говорит, старик, сын приходит, неделю думает, через неделю начинает отцу обучать. За 2 года отец наизусть Коран знает. И этот раз, когда я был в Таджикистане, мой ученик говорит, представляете, говорит, он отцу обучал за 2 года, отец наизусть весь Коран знает. Когда вы возьмете от чистого сердца и стремитесь к чему-то, знаете, это яркий показатель. Мозг можно тренировать в любом возрасте, ребята. Я хочу, чтобы вы секрет поняли. Люди, почему память потеряют в старости? Почему люди там слабоумные становятся? Потому что они не читают. Они не читают, они не думают, они ничего не делают. Они, когда выходят после пенсии, от того, что ничего не делают, постоянно сидящий образ жизни, ничем не интересуются, поэтому они теряются. И мы что делаем? Знаете, что мы? Мы дети способствуем, что они быстрее умерли. Я серьезно говорю? Мы что делаем? Папа, ничего не делайте, садитесь. Зачем вам туда? Давайте. Мы заставляем их ничего не делать. На самом деле они должны двигаться. Они должны что-то заниматься, что-то делать. Человек должен что-то думать, иначе он умрет. Я это заметил по своей собственной маме. Моя мама уже 78 лет уже. И она пожила. Я в этом году, когда стройка у меня шла, 2 года стройка шла дома, это в селе, я отвезу ее, она любит это все, она смотрит, ходит за это рабочими, смотрит туда-сюда. Она как-то молодая стала. Я этот раз иду, она чуть-чуть вообще по-другому. 3 года назад она чуть-чуть не умерла. Я прихожу, она вообще с ног, что-то не могу, что-то мне плохо. Я отвезу туда-сюда. Ну, конечно, когда человек в старости, то там почки болят, то там что-то болят. Везде же болят, это старость же. Но, несмотря на это, я понял, что человеку нужно что-то захотеть делать. И вот она, когда это рабочими бегала туда-сюда, пока села, что такое, села в Таджикистан горный, пока снизу, возле речки до дома доберется, сама по чуть-чуть, здоровье укрепляется. Это же правда. А когда дома сидишь, это там в городе, ничего не делаешь, то там все чай попьешь, все. Это же ерунда, это гибель просто. Человек, который всю жизнь что-то делал, без дела, когда останется, быстро умрет. Поэтому нужно, чтобы они чем-то занимались. Я сейчас купил тренажерный зал, я говорю, вот по чуть-чуть хотя бы двигайтесь. Каждый день у нее план есть. Сначала туда ходить, потом туда. Каждый день она должна хотя бы 3 километра ходить. Я около 80, я говорю, мама, вы ходите вот так. Медленно, спокойно. Она говорит, почему? Я говорю, мам, вы должны двигаться. Не двигайтесь, все быстро изнашивается организм. И что, каждый день она читает хадисы.
Каждый день. Я говорю, читайте, рассказывайте детям, учите детей. Она говорит, что мне делать? Я говорю, учи их. Вот вы садитесь все, племянник, обучайте их. Не сидите без дела. Нельзя без дела сидеть. Человек, когда без дела сидит, это опасно.